Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на октябрь 2020 года для львов. Посмотрим, что ждет вас в этом месяце. Замечательная карта, ваша карта старшего аркана, да, выпадает. Очень счастливый, значит, будет для вас месяц. Это начало месяца, это середина и это окончание месяца. Так. Отношения, работа, финансы, здоровье и карта итога месяца. Подсказывать будем на цыганской колоде. Итак, у нас выпадает карта сила как определяющая карта на весь месяц, да, а это значит, что вы действительно будете в силе, вы будете в силе справиться со всем, что будет в жизни приходить. Это будет касаться и отношений, и работы, карьеры вашей, и финансов. Очень хорошая карта для того, чтобы достигать поставленных целей, да, вот успешно выполнять какие-то намеченные цели. В общем, карта очень хорошая, когда нас действительно ценят, когда мы побеждаем. Карта любой власти, да, когда мы получаем должность какую-то, когда мы проявляем власть очень успешно. Хорошая карта для того, чтобы отдохнуть, какой-то праздник организовать, поехать отдыхать куда-то на природу, в ресторан сходить, на выставку и так далее, и так далее. Очень хорошая карта для того, чтобы рисковать, ну, конечно, разумно рисковать, особенно вот в каких-то операциях денежных. И хорошая карта для того, чтобы выигрывать в лотерею. В начале месяца карта старшего аркана императрица выпадает, а это значит, что все, что связано с имуществом, с деньгами, все, что связано с какими-то покупками, это будет очень удачно и успешно. Хорошее время для того, чтобы начинать какой-то важный проект, дело какое-то, да, начинать. Если это у вас, допустим, свое дело, то очень хорошее время для этого. Хорошее время для того, чтобы помощь какую-то привлекать к себе, союзников, поддержку. Хорошее время для того, чтобы адвокатов нанимать, да, очень хорошие будут. Хорошее время для того, чтобы сбережения какие-то откладывать, да, то есть это не обязательно потратить деньги, это может быть и какие-то запасы для себя сделать, для того, чтобы вы чувствовали себя очень комфортно и защищенно в финансовом плане. Хорошее время для того, чтобы заниматься спортом, но вот именно для красоты, да, для здоровья. Хорошее время для того, чтобы питаться правильно. То есть здесь вот нежелательно в первой части месяца, допустим, сидеть на каких-то ограничивающих диетах, потому что это будет во вред здоровью. Для середины месяца выпадает туз жезлов. Карта очень хорошая, которая говорит о начале чего-то нового, о каких-то возможностях именно в плане, знаете, продвижение. Это может быть улучшение в карьере, это может быть новые знакомства. Это если вы планировали какие-то поездки, переезды, тоже вот замечательное время для этого. Хорошее время для того, чтобы выздоравливать, да, то есть силы появляются. В общем, замечательные такие возможности, которые нам дают выход на новый уровень. И в конце месяца у нас карта Дьявол выпадает. Это карта, связанная с карьерой обычно, да, то есть она, скорее всего, обещает вам либо должность какую-то высокую, либо помощь от вышестоящих. В общем, это может быть даже решение каких-то вопросов на государственном уровне, которые вас ограничивали, да, и вот сейчас они могут вполне даже вам на руку быть, какие-то изменения могут быть, поддержка какая-то может быть от людей влиятельных. Также дьявол, он у нас же напрямую связан с Сатурном, он говорит о том, что, скорее всего, вам придется в конце этого месяца постараться поработать, да, очень интенсивно. Может быть, придется в чем-то себе отказывать, может быть, придется только думать об одной работе, да, и, скорее всего, это напряженный очень период будет, когда
вы должны будете доказать себе и другим, что вы имеете право на власть, на то место, которое вы занимаете и так далее, и так далее. Хорошее время для приобретений каких-то очень крупных, особенно если это касается недвижимости, особенно это не новая недвижимость, которая уже давно построена, тоже очень хорошее время для этого. Ну и не стоит попасть под руку каким-то людям, которые могут вами воспользоваться, да. То есть самый главный признак того, что с людьми не стоит заключать сделки или общаться, да, или, может быть, еще какие-то вот у вас здесь могут отношения быть, да. Самый главный признак — это когда человек вас к чему-то принуждает. В общем, вы бы без него совершенно бы так не поступили, да. А он, может быть, вас там уговаривает, да, или просто требует от вас того, что делать вам не хочется, да, или вы считаете это неправильным. Вот тогда и не делайте, потому что иначе он вас может здесь, этот человек, подвести под какую-то проблему, под статью или еще что-то такое. Отношения. В отношениях выпадает карта башня, все лишнее из отношений уходит. Возможно, какой-то кризис, который назрел, он обязательно произойдет, но карта башня, она всегда к лучшему. Это очищение от лишнего всегда, да, то есть без этого кризиса невозможно улучшение. Давайте посмотрим подробнее, что нам скажут цыганские карты. Для тех, кто в поиске партнера, как раз вот заканчивается ваше одиночество с помощью этой башни, да, то есть ваше одиночество уже вам не на пользу, не на благо, да, и вот у вас как раз есть возможность встретить человека, который вас действительно будет любить. У вас очень хорошие здесь могут быть отношения. Вы ему нравитесь, он вам нравится. Для тех, у кого уже есть пара, валет бубновый. Вот для тех эта карта башни может очень даже быть серьезной, да. То есть, скорее всего, вот может быть какой-то спор, может быть какая-то, ну, в общем, какой-то конфликт очень серьезный, который может даже вас развести, да, то есть нужно быть очень осторожным. Действительно ли та проблема, которую вы обсуждаете, она настолько серьезна, чтобы вот довести все это до развода, да, может быть, стоит подумать, прежде чем вступать в конфликт, потому что вполне здесь вот может все разрушиться, да. Также здесь могут люди какие-то вмешиваться в ваши отношения, и из-за них вот могут быть скандалы, споры, разводы и так далее. То есть будьте внимательны, никому не позволяйте вмешиваться, ни родителям, ни друзьям, и ничего лишнего не говорите, не рассказывайте о своих отношениях тем, кто ну, как бы в эти отношения не входит, да, то есть зачем это нужно, иначе это будет лишь только проблема. А что еще вот здесь важно? Очень важно, что по этим картам, вот эти обе карты говорят о принятии каких-то радикальных решений, то есть вы вынуждены будете, возможно, вы откладывали что-то надолго, на давно, да, и сейчас приходится, жизнь просто не оставляет вам другого шанса, приходится принимать решение, делать выбор. И, скорее всего, это будет, ну, как бы под давлением обстоятельств, судьбы. Но насчет других людей, вот, имейте в виду, и сами не создавайте для себя кризис, да. Если, допустим, что-то накопилось, вы знаете, что вот-вот рванет, может быть, лучше как-то потихонечку разрулить этот вопрос и не доводить до кризиса. И не позволять другим людям вмешиваться. Для тех, кто в ссоре, десятка пиковая, карта говорит о том, что у вас здесь какие-то перемены. Но либо вы вместе, вот знаете, у вас есть шанс, в принципе, помириться, если вы вместе отправитесь куда-то в какую-то поездку. Или полностью поменяете вот взгляд на ваши отношения. Вот тогда да, либо ваш партнер, да, то же самое сделает. Если же все останется как было, то вряд ли здесь эти отношения можно сохранить. Скорее всего, здесь уже новые какие-то отношения будут. Для работы выпадает король жезлов. Карта очень хорошая. Это карта помощи в работе, это карта продвижения в карьере, это когда мы, знаете, сами вот что запланировали, то и получили. Карта продвижения, улучшения, решения любых вопросов вот именно на уровне руководства. Очень хорошая здесь как бы заявка на высокую должность с хорошей оплатой.
Для тех, кто в поиске работы, девятка трефовая. Карта говорит о том, что вы прям по своей специальности найдете работу, и, скорее всего, либо будет начальство очень лояльное, либо вы сами будете руководящую работу выполнять, или со временем сможете к ней прийти. А для тех, кто уже работает, карта туз червовый, трефовый. Карта говорит о том, что это, кстати, вот ситуация, когда вам нужно будет, скорее всего, привыкать к чему-то новому, к новому положению своему, да, или, допустим, если у вас новый какой-то проект, новая работа, вот тоже адаптироваться к ней, или это новое начальство, и тоже вы здесь вот адаптируетесь, но в любом случае это очень хорошая карта, которая говорит о том, что для вас это просто удача, вот то, что происходит в этом месяце. Для тех, у кого свое дело, дама червовая, карта говорит о том, что у вас может быть новый партнер, или, может быть, вы решите расширять свой бизнес территориально, да, или расширять свой бизнес через интернет, может, какие-то новые приемы будете использовать для продвижения, для рекламы. Скорее всего, будете какой-то вот вау-эффект создавать для того, чтобы вот вас заметили. А также это хорошая очень карта для того, чтобы переезжать в другой офис, менять, в общем, местоположение. Это тоже как-то вот хорошо отражается на на вашей деятельности. Или, может быть, даже это какие-то командировки, может быть, съездить, познакомиться с партнерами или еще что-то вот в этом роде. Да? Но очень много здесь движения в этом месяце. Для финансов выпадает карта «Справедливость», карта замечательная, которая говорит о том, что приходят деньги от сделок, от каких-то сделки очень серьезные, либо от судов, да, могут тоже деньги приходить, и от любого консультирования. Для тех, кто своим делом, для тех, кто на зарплате, шестерка пиковая, скорее всего, здесь какие-то вопросы будут решаться, связанные, может быть, с дотациями в администрации там, города, да, области или еще выше. Допустим, в государстве будут какие-то законы приняты, что вам, допустим, будет какая-то надбавка, да, или еще что-то в этом роде. То есть здесь у вас действительно может быть очень даже хорошая ситуация с деньгами, благодаря тому, что меняется в законодательстве что-то. Или здесь вот назначение на должность и больше оклад. Или здесь какое-то поощрение денежное от руководства. Для тех, кто своим делом зарабатывает, девятка червовая. А у вас как раз от нового приходят деньги, от новых партнеров, от новых клиентов, от того, что вы новое направление открываете, да, и вот здесь очень важно, чтобы вы к каждому клиенту, каждому партнеру лично обращались, да, и здесь вот именно личное общение очень важно для того, чтобы деньги были. Если же это сделка какая-то крупная, да, то, конечно же, здесь хорошие деньги приходят. И, в принципе, если вы соблюдаете все правила, да, если закон соблюдаете, то очень хорошо здесь сделка проходит и деньги вы получаете. Для здоровья у нас дама жезлов. Карта говорит о том, что здоровье зависит от нас и от того, насколько мы правильно живем, насколько мы достаточно двигаемся, правильно ли мы питаемся, достаточно ли у нас впечатлений. То есть вот эта карта радости, это карта счастья, то есть это напрямую темы, которые будут влиять на здоровье. Ну и дети тоже, конечно, вот по этой карте очень важно и хорошие отношения с детьми тоже иметь, потому что если, допустим, проблемы у детей, тоже мы переживаем, здоровье страдает и так далее. Но в любом случае, вот здесь вот позитив, это главное, солнышко, обязательно на солнышке бывать, и желательно, если, допустим, холодная погода, прогревание или тепло одеваться, в общем, тепло – это тоже важная тема. А для тех, кто болел, это выздоровление, но только благодаря усилиям собственным, да.
И по итогу месяца 7 жезлов выпадает, карта победы, карта, когда мы себя проявили, показали, добились своей цели благодаря не только нам самим, но и нашему окружению, всем людям, которые с нами были в этот момент. Также эта карта партнерская, то есть когда мы воюем с теми людьми, которые с нами рядом, то есть мы стараемся быть лучше, мы стараемся что-то доказать, и это уже негативная сторона, то есть вот здесь вот могут быть споры и ссоры очень горячие, да, вот между нами и нашими партнерами, как в отношениях, так и в работе. И вот лучше, конечно, этого не допускать, потому что это для нас же может быть хуже, да. Если, конечно, ситуация не требует вот именно так себя вести, да, то есть иногда конфликт это тоже хорошо, может быть, нас там слишком зажимают или как-то нарушают наши права, тогда да. Но если эта ситуация все-таки довольно-таки нормальная, да, то есть не стоит слишком здесь агрессивно себя вести и стараться быть лучше, что-то доказывать, да, конкурировать со своим партнером. Это не приведет ни к чему хорошему. То есть ставить для себя цели, достигать их, это хорошо, но не стараться себя сравнивать с другими людьми. Друзья, желаю всем замечательного октября, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.